Не, друзья, как кто бы что ни говорил, ребята, в деревню все-таки летом хорошо. Природа, никто тебе не мешает, не зудит, занимаешься делами, я имею в виду, хочешь вышел в трусиках, хочешь завел мангальчик, сделал шашлычок. Картошечка пойдет, ребята, сейчас. Огурчики уже пошли. В общем, красота. Деревня все-таки, ребята, она как-то вдохновляет. Понятно, она и тяжелая, и суровая, особенно зимой. Ну, жить можно, ребята. Заниматься, если двигаться, как говорится, то можно жить в деревне. Как говорится, человек такая штука, он нигде не пропадет. Ладно, ребята, всем привет. В общем, как вы поняли, очередная рыбалочка. Сегодня выхожу, собираюсь потихоньку. Хочу посидеть на фидер. Попробуем найти какую новую точку, посидеть, покайфовать, порыбачить. Начинаю, ребят, с сборов. Немножко хочу показать, рассказать. Может, многие не знают. В общем, здесь у меня, ребята, локация — это база. Здесь у меня вся техника, которая есть. Снегоходная, мотовездеходная. Специально для нее сделали гаражик недавно. Еще, конечно, не доделан, куча работы. Ну, свет уже есть уже печка небольшая. Ну, а так, ребята, вот, так скажем, сердце дрюни. Святая комната, как ее назвать. Тут, ребята, у меня все. Вся моя тут. Это, в принципе, еще не все. Уже много чего в большом гараже. Уже сейчас все, что подоставал. Здесь у меня, ребята, так сказать, кладовая. Снасти, приманки, удилища. Блин, все, ребята, именно вот здесь находится. Но, говорю, уже переросло в большой гаражик. Кое-какие вещи. Так что начинаем, ребята, поход именно с дому, с деревни. Здесь живет у меня мама, я живу не здесь, но расстояние 12 километров, просто постоянно путают и пишут. Вот хотелось бы объясниться. Приготовил уже кое-какие вещи, ребята. По фидеру у меня однозначно 3-4 сумки. Больше, в принципе, мне ничего не надо. Кресло, тубус с фидерами. Кухню беру целиком, хотя бывает даже и не нужно, там, сковородку одну, допустим. Я беру целиком. Здесь у меня в вот этом гермомешке, кстати, удобный, с лямкой. Можно его делать вторую лямку, как рюкзак. Кухонка. Здесь у меня снасти. Здесь у меня, ребят, прикормка под леща. Ну, вот в такой сумке здесь у меня спальный отсек. Здесь вот палатка небольшая, подушка, коврик. Короче, ну, в общем, хотелось, ребят, поделиться. Вот уже в какой сезон я перешел на гермосумки, гермомешки. Мне очень, ребята, зашли эти темы вообще. Я также эксплуатирую их зимой. Многие писали, что Андрюха лопается, не лопается. Вот, ребята, 2-3 года эксплуатации. Хоть бы что. Молнии ходят. Все, в принципе, ничего не отвалилось. Все работает. Очень удобно, ребята. Красота. Летом это как минимум у вас ничего не промокнет от дождя, от, я не знаю, там, даже если с лодки нечаянно уроните, то, допустим, ну, вот такой завернутый гермомешок, он как минимум будет еще плавать, и у вас ничего, вещи не пропадут. Можно спрятать, можно оставить там, я не знаю, где-нибудь там, что вещи будут в сохране, это самое главное. Вот. Помимо вот таких вещей, ребята, вот эксплуатирую вот такие гермосумки. Это как предназначена сумка под рыбу, по идее. Но я, ребята, нашел ее в другом исполнении. Это хорошая сумка на 50 литров, ребята. Очень удобно под любые вещи. Есть молния, есть две ручки. В принципе, неплохо, ребята, прошито. Днище проклеено. В походах, друзья, применяется, можно как применять как ведро. То бишь принести воды на избу, на лагерь, неважно. 50 литров, хороший запас. Перевести рыбу, после садка выгрузить вот именно в такую сумку, поставить в багажник. У вас ничего не протекает, все шикарно. Под грибы, под ягоды, да все что угодно. Свернули вот так вот его, и она у вас не мешает. Хопа, развернули, и отлично. Единственный нашел минус в этой сумке, что она черная. Она летом нагревается, а все остальное прям в идеале. Я люблю все-таки, ребят, вот такой
цвет зеленый. У меня и лодка, коврики, вот сумки, ребята, сапоги, тулбус, палатки. Я люблю камуфляж, ребята. И в общем, сейчас смотрю, у ребят вышли новые сумки, именно цвет хаки. Я заказал себе очередную сумочку, так как сейчас ходили с семьей в поход. Понял, что не хватает еще одна сумка. У меня их таких две вот таких сумки. Есть еще большой баул, маленький, пару ведер. Ну вот сейчас ездили, смотрю, вещей много стало. Там какие-то у дочки, у супруги, решил докупить. Покажу, как приходит, в общем, потому что много писали: Андрюха, дай ссылку, дай ссылку. Ну вот, пожалуйста, ребят, даю ссылку. Конечно, стало удобно, ребята, с этими валберсами, озонами. Сейчас все, что угодно можно найти именно там, и я часто пользуюсь. Вот постоянно пишут: Андрюха, дай ссылку. Да, ребят, зашел на Валберес и нашел и заказал. Понятное дело. Вот, ребята, хорошо, у нас сейчас в деревне открыли тоже точку. Я буквально сегодня забрал. Вот пришла сумочка очередная в пакетике. Все шикарно. Пожалуйста, ребята. Сумка также на 50 литров. Ну, парни указали, что сделано немножко по-другому. Они усилили швы, сделали более проклеенные. Не знаю, в общем, я, в принципе, пока никакой разницы не вижу. Нет, хотя вижу, ребята. Да, здесь видно. Здесь видно дно совсем другое. Она как будто, на мой взгляд, более прочная. Смотрите, здесь видите, ребята. Ну да, проклеечка прям другая. Разница прям колоссальная. А ну-ка посмотрим. Да, видно, ребят. По дну, вон, видите, здесь небольшие шовчики вот такие вон. А здесь, да, она прям и тяжелее. Тут, то бишь, она гладкая у нас. А здесь она вот шершавенькая. И вот именно, что немаловажно, ребят, цвет хаки. В общем, очередная сумка, ребят, в походы, под вещи, не знаю, да что угодно. Теплые вещи вот взять. Сейчас вот ходили, дочка взяла там плед свой, подушку там, игрушку. Вот под такие вещи. А так, ребята, ведро, под рыбу, все что угодно. Главное, что она складывается, не мешает, не занимает кучу места. Если взять, допустим, какую-нибудь тару на 50 литров, правильно, это целая бочка. Сюда можно рыбу уложить при ловле. Ничего не текет, моется. Класс. Пойдет. Вот немножко барахольчик. Ну, для себя, ребята, как говорится. Охота, чтобы вещи радовали, приносили удовольствие. Именно в качестве, в удобстве, в эксплуатации. Такие дела.
Друзья, всем привет! 8 утра, начало 9. Погода, ребята, наконец-то вздохнула. Более-менее стало попрохладнее. Можно двигаться, можно дышать. И сегодня, ребята, заезжаем на Таежное озеро. Ну, рыбалка состоится, дневная, в общем, не с ночевкой. Едем с корешем, с Илюхой. Есть возможность заехать, так как туда летом, ребята, я не заезжаю, потому что надо переезжать как-то две речки, или идти пешком, или как-то, в общем, тяжело туда пробраться. А сегодня едем на каракате, ребята. Зайдем в 3 этапа: на машине, потом на лодке, потом на каракате. Техника, в общем, заряжена, все стоит. Илюха был там на днях, рыбачил на удочку, хорошо, говорит, клюет плотва. Но я хочу, ребят, подвигаться по окуню. Окунь там есть, окуня там много. Сейчас недавно был на реке, очень понравилось. На ультралайт, лайт, на маленькие воблерки, блесенки подвигаться. В общем, ребят, поехали. Договорились в 9 утра. Я собрался. Все быстренько, приманочки. Там перекусить, попить, в общем. И, в принципе, выскакиваем. Вчера созвонились вечером. Андрюха, есть желание? Я говорю, да, конечно, поехали. Вот. Ну и летом, ребят, там красота, в общем. Короче, поехали. Все, погнали. Иду пешкочком, живем недалеко, ребята. В деревне, не знаю, может сейчас что-то поменялось, 320, 318 населения. Вот. Народу очень мало. Молодежь уехала в основном, летом, понятно, приезжает. А так, в общем, живут. Ничего, строится еще молодежь, нормально. Все, Илюх, я все вроде дал. Я больше масла начал добавлять, ебать дымит, блядь. Да это ничего страшного. Для двухтактника это нормально. Даже мужики говорят, лей больше, говорит, больше служить будет. Нельзя, блядь, да? Там мелко, да, Илюх, вообще.
Кормить надо, да, Илюха? Так не хотят ехать, бля. Лодку корми, этого корми, машину корми. Да, но зато комфорт. Собаку корми. Всех кормить надо. Ладно, грузимся. Дальше едем. Остановка, ребята. Остановились в заброшке. Тут у Илюхи как база. В общем, дом. У нас ступицу заклинило. Техника старая. Сейчас будем что-то думать. Соскребел, блин. Но это как всегда, что. Выезд. Какая-то поломка. Нормально. Деревня, ребята. Раньше тут люди жили. Сейчас никого нет. Такие дела, ремонт. Засвистела ступица. Ну да, кашка-малашка. Смазать надо чем-то. Может, разойдет, она прям горячая. Подшипники что, вроде нормально. Надо менять. Ступицу менять надо. Ну, давай, Илюха, пробуем. Ты меня не закрыл?
Угу. Красота. Так, друзья, ну что, мы на месте. Набрались. В общем, решили на 2 лодочках, ребята. Так как Илюха на удочку будет рыбачить, а я спиннингом в основном. У нас есть резинка одна и есть плоскодоночка. Самоделка. Вот, пойдем на 2 лодках. Я все-таки хочу больше окушка попробовать. Черненьких подвигать. Окунь черный здесь. Из-за воды щука черная. Короче, нормально. Я уже потом по Володе съел. Я же сильно не надо перекачивать. Сегодня-то не жарко так сильно. Мы вчера тоже не сильно качали. Так что, на резинке попрешь? Я не знаю, как скажешь, Илюх. Давай, Как тогда тебе удобнее. ты на резинке тогда хуя. Я плоскодонку возьму. Не кувыркнуться нахуй с ней, ебаный в рот. Главное, чтобы она не текла. Да, я вот это не буду. Я положил? Положил уже, Да. Я положил, Илюх. А то водичка там Да? Ага. Че, пока маленькими, говоришь, да? Ага. Поручу. Ну, погнали. Наших городских. Поближе к деревне, как говорится. О. Вон рыба тут, Илюха. Рыба ходит вон. Выходим из бухты. Ух ты. Выходим из бухты. Ух ты. Ну, здравствуй, озеро. Здравствуй, здравствуй. С этим озером, ребята, у меня свои расчеты. Крепила она меня, бывало дело. Тонули здесь зимой. Как вспомнишь, так хреново становится. О, Илюха, смотри, а. Крейсер прет. Черное, ребят, торфяное. Так, нам туда, в конец, заезжать. О, и далее, ребят, самоделочка прет как.
Блин, ребята, прикольно. Да, вот техника вот, конечно, решает. Вот каракатик, блин, без каракатика сюда тоже ползти. Такое себе. Плюс лодки. Всегда хотел летом здесь порыбачить. Ну, я здесь был летом раза 2-3. Давно-давно пешком еще ходили. Вот, ну, что, в принципе, ребят, береговая зона, лопухи, кувшинки. Ну, вот вся рыба там, понятное дело. Здесь вот как раз, возможно, работать будут поперы, лягушечки, вот что-то такое, поверхностные приманки. Ну, я начну с воблера. Так, попробуем. Сказал бедняк. Подсачник нужен, не нужен. Так, взял. Потому что щука тут есть. Щучка тут присутствует. Подсачник, конечно, весь уже развалился. Так, мало ли, зубастая бахнет. О, ветерочек нас несет. Так, подсачник сюда пока. Катушки не надо. Попить, квасочку достанем. Сюда уберем. Ну, приманочки наши. Вот они. Приманочки. Так. Вот с этого попробую с воблера. Не знаю, что тут местному окуню понравится. Так. Ну что, в траву, ребят. И будем вдоль травушки швырять. Палочку уже собрал. Такая доска у меня. White Ultra White. Опа. Ну что, окушочки, как вы тут? Будете сегодня клевать, не? Вон тут такой, видите, трава такая. Вот тут будем пробовать. А Илюха будет сорогу ловить. Сорога клюет. Вообще, говорит, хорошо. Поехали, ребят. Первый заброс. Главное, с первого не поймать. И все будет ништяк. Крутит, конечно. Стайку найти надо. Блин, ветерок, ребят, подтаскивает. Блин, охота эту заводюшку прокидать. И тащит резинку. И коречек нужен какой-нибудь небольшой. Пару ударов было. Не могу понять пока, что за окунь тут, какой размер. Но есть тут крупненькие, ребята, кушки. Надо подобрать приманку. Он, блин, тащит опять. А что будет брать он? Он жестко тащит, блин. Нужно куда-то привязываться. Опять трава какая-то. Мелкий. В кувшинках стоит, ребята. Ага. Мелкий, ребят, окунечек-то.
Мелкие окунёй. Но нам покрупнее чуть надыбать-то. Вот они долбят. Тык-тык-тык-тык, тык-тык-тык. Блин, заел-то сразу 3 крючка. Извини, брат, немножко тебе личико подпортили. Мелкий окунек. Нам на копчуху надо, ребят. Штук 10 стабильно. Больше нам не надо. Ну и щучку одну на жарежку. Келушечку такую. Угу. Вертушечка. Найди-ка нам опушка хорошего. Что ты будешь делать? Мелкий, ребята, окунек-то. Смотрите, какой черненький красавец, да? На снегу он прям, знаете, как уголек. Из-за воды, ребята, и щука здесь такое, а ерши здесь какие черные. Ну, вода чистая, это чисто цвет такой. На северах, в основном, вот, в болотах, на озерах. Все такие озера, в общем, черные. Соответственно, и окрас рыбы такой. Ну, прошел вот этот береговую линию. Вся вот в траве стоит рыба, походу. Тут вот остров хороший такой, не остров, вот такой пятак. Вот там хочу сейчас попробовать постоять. Пока тащит. Думаю, ладно. Мелкие тыркают. Даже не ядовые. Он опять тык-тык. Сопровождают. Даже не ядовые, ребята. Катушка еще скрипит, блин, надо смазать ручку. Под дождем оставил. Ну вот это видали, ребята, что это окунь, что ли? Жесть вообще. Смотри, что делает, какой шустрый, а. Вот видите, ребята, о чем я говорю. Вот они тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Жесть. Вот тут на лопухах стоят, блин. Да. Не все так просто найти-то крупного. Илюха там на плотву лупит. Не знаю, конечно, какого размера. Далее он тут прям здесь стоит. Далеко кидать не надо, наверное. Он тут прям в окно отпускать. Хрена заел, блин. Хрена заел тройничок-то. Ты чё, друг? Зачем так сделал? Как мне потом тебя отпустить-то? Ну, вроде как нормально. Опа. Вот так, мне кажется, можно. Хе-хе. Баловство. Тройник съедают вообще махом. Вроде тройник не мелкий. Чисто из-за мухи, что ли, нравится так. Да.
В принципе, сколько раз зимой здесь пробовал, ребята, ловить. Вот такой же окунь не долбил. Но последний лед тут вот бывает в апреле. Что-то вот там в марте конце. Тут можно вот попасть на крупного. А так в основном вот такой вот весь окунь. Здесь вроде и лещи есть, и ези есть. Не знаю, на сети-то вот мужики ловят. Мне кажется, до сих пор тут сетки у кого-нибудь стоят. Кто заезжает сюда. О. Блин, за кувшинку. За кувшинку, ребята. Блин, там походу неплохой окунь-то. Под кувшинками стоит. Ну все, слетел. Тут еще вроде как едовой был, ребята. Хрен ты еще порвешь ее, блин. Крепкая зараза. Оп. Ух. Вот это звери, ребята. Лютые. Лютые окуньки. Хороший прогальчик там был. Тащит меня от него. Оп. Пока щучкой не пахнет, ребятки. Блин, где окунь-то? По названию окунь. С окуньками все понятно, их тут много. А вот где окунь? Хотя бы такой грамм 200. Пока не видать. Тут даже кидать не надо, ребят, просто с подводки можно взять какой-нибудь ратлин, балансир и ловить их. Ну, хватает, и смотрите, жадно, ребят. Блесну поставил. Тут вроде тройничок побольше, но мушка. И вот он на мушку атаку делает. Мушку он хватает. А того воблера он тырк-тырк-тырк-тырк. Ему большой, он в рот не лезет. Вот так можно водить вокруг лодки. И ловить. Илюха там косит сережню на котлетке, говорит. Ну да, что, тема. Мороки только потом чистить. Не крупную рыбу. Но зато вкуснятина, ребята. Блин, хрена тащит меня. Ё-моё, а. Смотрите, ребята. Ну это же жесть вообще. Ох, потащила, блин. Да, с якорьком был, ребят. Якорек нужен. Без якоря тут, блин, хреново. Ветер. Вылазим отсюда. Вылазим отсюда. Оп. Ну, видите, ребята, он в траве весь, блин. Да. И хватает, блин, жадно. Бишь окунь-то получается активный. Вот кружками тоже сюда приехать. Вот смотрите, ветрище такое, ребят. Ну вот как кружками рыбачить. Тут надо штиляк выбирать.
Сразу бы в траву затащила бы кружки все. Или втыкать надо. Оп. Бьют они, короче, ребята, бьют. Вон, видите, что делается. Вот зимой здесь обычно рыбачим. Но в этой траве весь окунь стоит. Ну, правда, вот мелкий. Все, надо выгребать. Ну вот как-то так, ребят, не знаю, что делать-то. Мелкий, одолел уже, цепляется. Крупного нету, может приманку увеличивать, ребят, как думаете? Укрупнять приманку, отсекать этого мелкого. Хрен знает. Вертушку вот он берет. Попробуем побольше вертушку поставить, может что эффективнее будет. Такие дела пока, ребята. Поставил вообще здоровую, ребята. 5-й номер. Это плохо играет. Блин, ветер, ребята, кидает меня в сторону. Со стороны в сторону, блин. Ну, он весь там в траве плюхает. Блин, а, неудобняк. Вообще неудобняк. Не могу заехать. Какая-то рыба, ребята, первая, что ли. А, это чурагай. Ну, тоже не наш размер, конечно. Тихо. Иди. Сильно не буду тебе. Чурагайчика, блин, а. Я думал, хороший окунь бахнул. А тут чурагайка. Чурагайка. Так. Попробуем вообще крупниться. Поставлю воблер. Даже не под этот спиннинг. А вдруг, ребята, щучка бахнет. А вдруг щукарь. С окунем пока что-то не везет. Подхожу как раз, ребят. Вот здесь где-то я утонул. Там 4 метра глубина была. От берега метров 50, наверное. Вот где-то вот здесь, ребята, я потерпел крушение. На мотобуксировщике. Месяц под водой лежал у меня он. Достали. Все работает. Как часики до сих пор. Ребята гоняют. Все хорошо. Сходил до конца, ребята. Тут уже глубоко. Ух ты, кряква сидела. Я прошел, она даже не слетела. Тут уже глубина, ребята, возле берега. Вот я обычно здесь жерлицы ставлю. Ну, щука, ребят, не знаю, или ее нету, выбили всю. Да, навряд ли, конечно. Тут тоже многие говорят, вот жерлицами озеро выбиваете. Тут, знаете, ребят, по весне сетей сколько. Охренеете. Так что щука-то есть. Просто я не знаю, ее надо как-то ловить. Сколько раз тут на воблеры, на рантлины пробовал. Ни хрена. А на живца хапает. Тут бы сейчас вот жерлички. Что-нибудь такого плана. Так что будем заниматься окунем. Щукой, мне кажется, вообще проиграем. Так хоть поклевки есть. Короче, грибу, ребят. Во, физуха нормальная. На моторе ходить. Покачаемся немного.
Сейчас вот тут в этот остров зайду. Надо было хоть какую-то жать, что ли, вырубить. Да втыкать ее. Вил. Одно илистое здесь. Как-то так, что ли, тормозить. Не знаю. Короче, гребем, ребят, на остров вот этот. Пятачок. Будем сейчас тут обкидывать. Поставил обратно воблер. Не знаю, что и ставить, ребята. Хрен его знает. Да, крупная блесна, конечно, окунь не хапает на нее. Ну, вообще поклевок нету потом. Оп. Оп. Бах. Пахает, но не может сигануться. Толстоват для него, что ли, как-то. Хотя у окуня пасть-то широкая, блин, он должен спокойно. Вот смушка ему понравилась, в общем, ребят. Ставим обратно, что ли, эту вертушечку. Блин, хоть штук пяток-то надо взять, ребят, на жарежку-то. Ёк-макарёк. Ладно уже там. Не надо нам там килограмма. Вон Илюха килограммами таскает сорогу. Кваску надо попить. Во, что делаю? Я думаю, что... Оп, есть. Ну, что-то такое. Но не то, ребят. Все равно не то пальто. Все равно это не то. Блин, не поверю, что крупный где-то стоит, где-то его искать надо. Он тоже должен здесь также ходить. Далеко не надо кидать, ребята. Вон он весь тут на границе стоит. Полностью здесь. Под лопухами проводишь его, там он и хватает. Надо просто окна такие какие-нибудь искать, где можно проводку делать и стоять. Вот туда надо зайти. А так, наверное, он весь в траве здесь обитает. Может, тоже утром надо, рано, может, вечером. Все-таки опять же день. Блин, несет, ё-моё. Оп, опа, есть. Все по стандарту. Спортивная рыбалка, ребят. Так, надо что-то думать, как-то встать поинтереснее. У Илюхи веревок тут нету. Кувшинкой можно было привязаться. Кувшинки крепкие, длинные. Но, к сожалению, веревок нету. Вот так весла втыкаю в траву, хотя бы, чтобы немножко держала. Ой. Вон, видали, ребят, сколько их там? Они прям все здесь стоят. Но это уже что-то типа более-менее такой. Ну, не сказать, что, конечно, гигант. Тут такой, типа что-то к чему-то едовому. Ё-моё, блин, а жадно-то как хватает, ребят. Вообще, тройник полностью. Да не то тоже пальто. Тоже не то. Блин, меня опять сорвало. Они прям вот в этом окне, видели, ребят? По 5 штук вылетают. Вот сейчас вот вдоль провести вот так. В аккурат. Только я не успею сделать проводку. Потому что мне есть. Вот этот хороший, ребят, вроде. О! Вот это уже наш кабанчик. Так, ну что,
Погнали на отчет, что ли, тогда? Блин, ну и все, видите. И как сейчас быть? Вот хрен его знает. Вот они везде все стоят. Красавчики. Так тоже и шумишь же, по идее, блин. Ё-моё. Невозможно, ребят, рыбачить, блин. Тащит меня вообще. Ужас просто. Не встать, не привстать. Вроде прогальчик такой хороший. Вон, пожалуйста. Надоело. Без якоря делать нечего. С ветром. Порывы такие бывают, что бац и все. Что надо? До Илюхи надо шагать. Я не знаю, ребят, что. Илюха там таскает. Оп. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Мелкий окунь надоел. Хрена за ветер куда-то закинул. Куда-то в траву нафиг захерачил. Вообще не дает, блин. Он. Щучка, ребята, выскочила, блин. Стоять, куда пошла? Ох ты, отвалилась еще, зараза. А, то у меня окунь был, ребят. Прикиньте. Она на окуня хапнула. Шельма, блин. У меня окунь взял. Она на него бахнула. Ты, блин. Надо же. Бедолага. Вот видите? Вот. Что говорит. Живая рыбка, пожалуйста, щучка. Она такая, грамм 600-700 была. Да, почти ее завалил. Не успел. Чуть-чуть. Я думал на крючке, а просто, оказывается, держала, блин. Вот дела, блин. Мелкий окунул, бахнул. И она, короче, дадым за ним. Вот блесну ей не надо ни хрена. Не хочет она ее брать. О. Тык-тык-тык-тык. Мелкий окунь, блин. Опять тащит. Да ё-моё, только вроде успокоилась. Тут, короче, надо, ребята, ставить... Понятно, кружки не пойдут. Кружки сразу в воде будут. Рубить жерди, втыкать. Здесь метра полтора. И вот ставить жерлицы. И вот насаживать. Вот тогда будет результат. Щучку можно тут потаскать будет. Таким образом. Вот так по кувшинкам вдоль. Раскидать штук 20. По-любому будет весело. Ну так-то чё? Чё мы тут на пару часиков выскочили, скажем, на 2-3 часика. Не пешком же сюда шли. Я понимаю, сюда пешком топали, это другое дело. Ну, интересно озеро, интересно. Вот такое оно, ребят, видите. Любит мясо, короче, рыба здесь. Любит мясо. Ну что там, братик, одно еще не пошел? Что там у тебя? Нет, я не в том плане, я имею в виду из-за рыбы. А? Килограммчик поймал? Да? Все понятно. Да вообще ничего не говори, я вообще тут только подымусь, встану куда-то, заброс, все, обратно, блин. Щучка? Она вся в траве. У меня сейчас окунь попался, она его хапнула, понял. А так на блесну ни хрена, одна маленькая, и так окуней. Да? Штук 30, но такие все мелкие, я их домой обратно. Не знаю, сколько этих поклевок было. Так думаю, чайку попить.
сейчас, во втором часу, все понеслась опять. Набубенил, да, уже? Я сижу, думаю, что не клюет, блядь. Спиннинг бросил, блядь, окунь. Ну, конечно, он мелочь скапливается. Ты тут что, подкормил, да, наверное? Все, ништяк. Так. Сейчас будем, ребята, делать удочку. Илюха мне дал. Все дело. Сейчас мы тут придумаем что-нибудь. Какую-нибудь бомбарду. Смотри, какая коса. Сейчас накроют, ребята. Тучка-то маленькая вроде, ё-моё. Ишь. Смотри, смотри, Илюх, идет, идет, идет. Держал. Держал, не болел. Ё-моё. Ё-моё. 3 минуты, ребята, максимум шел дождь. Вот такой миленький. Тучка небольшая, он, блин, дала. Прям воды вон в лодке, смотрите сколько. Так, что, я удочку сделал, будем рыбачить сейчас. А то Илюха таскает, что-то окуняй, бегать за ними, лень. Посидим. Что, все брать, да, Илюх? Нет, тебе наловим. Ну, это мелкая. Я думал, надо этот чистилку, Илюха, взять. Видел такую? Ну, это да, это не для такой рыбы. Возиться с ней, конечно. Опа, Илюха тянет. Ну нет, вот та-то у тебя попалась-то вообще шикарная. Таких-то можно половить, слушай, прикольно даже. Поближе сюда, где-то здесь клюнуло. О, смотри, ветер успокоился. О, ребята. Туп. Опа. О, вот это хороший, Илюх. Это подъязок, слушай. Подъязочек. Вот этот пойдет. Так, это в кузовочек можно положить. Да слушай, если так клюет, ты, конечно, оторваться тоже, блин, прикольно. Я на поплавок уже 1000 лет не рыбачил. Донки, что-то, фидера. Опа, сход. Опа, тихо. Тихо. Конечно, неудобняк немножко.
Ну, как-то так. Как-то так, ребята. Сережка. Сережка, Сережка. Туча, ребята, прет сюда. Надо валить нам отсюда. Потому что сейчас накроет. Ну ничего, я с разведкой. Илюха тут порыбачил. В принципе, вчера, сегодня. На выходных собирал. Вон тащит, смотри, опять. Так что можно сюда ехать с ночевкой, реально рыбачить. Утреннюю зорьку ловить. Вечернюю. Так, Илюхе все возвращаю. Все, Илюхе возвращаю. Что давал. Надо, ребята, собираться нам. Обалдели. Хватит. Так. Валим, ребята. Валим, валим, валим на гелике. Потому что вон, смотрите. Что-то мокнуть не хотелось. Да мы и так для обеда хотели порыбачить. Ну что, вон на удочку можно и сорогу ловить. Подвески он попадается. Потом Илюхе покажу там в пакете. Вот сейчас бы, да, с мешком покидать. Ветер не давал с утра. А так кайфанул. Мелочь, но все равно прикольно. Развеялся, сюда съездил, посмотрел хоть. Давно летом здесь не был. Только зимой. Ладно, гребем, ребята. До караката бы успеть. О, ребята, дали? Котлеты. Килограммчика. Есть 1,5, да? 1,5, да. Нормально.